Он всегда мог что-то. А что делаешь, бабушка? Корзина фруктов и море теплых пожеланий звучат сегодня в адрес Лебихан Алдаганова и селения Троицкое. В преддверии Дня Победы бабушку навестили сотрудники местной администрации. 9 мая для нее двойной праздник. В эту дату она отметит и свой день рождения. В суровые годы войны победу ковали все советские граждане. Кроме воевавших на фронте, были и те, кто работал за станками круглые сутки напролет. Выращивали урожай, помогали раненым солдатам. Одной из них и была Лебихан Алдаганова. Родилась она во Владикавказе. Войну встретила там же, будучи 14-летней девочкой. В годы Великой Отечественной Владикавказ, где проживала Лебихан Алдаганова, стал неприступным бастионом, дальше которого немецкие захватчики не прошли. Именно у его стен в тяжелейшем для страны 1942 году была выиграна после разгрома немцев под Москвой первая из ключевых битв Великой Отечественной за Кавказ. Она во многом предвосхитила и победу советских войск под Сталинградом. Сейчас, спустя 8 десятков лет, многие эпизоды о той войне мало сохранились в памяти бабушки Лебихан. Отрывками она вспоминает многочисленные бомбежки, тяжелораненых солдат и горький плач их близких. С ними ассоциируется у нее Великая Отечественная. Осколки. 10 детей, 45 внуков и 15 правнуков. Радость и опора Лебихан Алдагановой. Жизнь была непростая, признается бабушка. Оттого и особенно дорог ей уют домашнего очага и любовь близких. Победу Великой Отечественной ковал сообща весь советский народ. Тружеником тыла в далекие 40-е была и Тамара Вараева. Бабушка имеет почетное звание «Мать-героиня», которым она гордится, ведь воспитала достойных детей. Вспоминая те дни, она делится. Было трудно, однако никто не унывал. До конца победного мая труженики тыла обеспечивали фронт всем необходимым: вооружением, военной техникой, боеприпасами, топливом, а также продовольствием, обувью и одеждой. Несмотря ни на что, они трудились ради Великой Победы. 10-летним мальчиком рыл окопы во время Малгобекской оборонительной операции и Беслан Плиев. Так, чудяка, хазму парад, салти месмар, юаксагу дичион, кодр дуайтер, сахуд дцан хамелч, салтиш, геттер бахи, хулриш, ям ояч, чапилк вейцага адаля, дукаир, сускл мери, юш, колт сускл геттер. Эти люди, как и все советские солдаты, приблизили День Победы, 9 мая 1945-го. Несмотря на все перенесенные тяготы, с их лиц не сходит яркая улыбка. Ну а родные и близкие желают им лишь одного – крепкого здоровья. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.